моя игра, она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, правила одни и цель одна. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся во Дворце спорта 50 лет Победы, где проходят соревнования по волейболу за Кубок Министерства по молодежной политике Республики Саха-Якутия среди юношей 91 года и младше. Последняя история республики – это турнир среди юниоров до 21 года. Раньше мы все время только проводили для школьников и для взрослых. Сейчас мы уже подошли более системно и теперь проводим кубок именно на призы Министерства по молодежной политике и спорту по волейболу среди юниоров. Очень отрадно, что приехали ребята из улусов, близлежащих, но очень приятно, что приехали из Кобяйского улуса и из Усьманского улуса. И, естественно, это еще и будет репетиция для наших ребят, которые будут защищать честь республики «Дети Азии». Это и мальчики, и девочки. Они, конечно, младше сейчас своих соперников, но на самом деле это будет для них очень хорошим опытом и тренировкой. Каждый член нашей команды играет около 5 лет в спорте, в волейболе. А так у нас сборная совсем юная. И вот успели немножко сыграться. И вы, как видите, одержали первую победу. Мы очень рады. Организация соревнований, конечно, хорошая, зал великолепный. Но соперники довольно сильные, потому что у нас, можно сказать, самая юная команда. Тут студенты, все-таки силы больше и опыта. Но выиграли же. Ну и наша команда в будущем надеется в следующий раз тоже попасть на республику. Конечно, показать, что мы растем, что мы учимся и что от нас в будущем будет какая-то надежда для страны. Волейбол – мой спорт!
Турнир замечательный уже тем, что он организован. Это в истории первый турнир молодежи, никогда еще не проводился. Вот. Организация вполне приличная организована. Как-то было все не планово, у нас другие задачи были. Впрямую к турнирам не готовились. Готовились к первенству республики среди школьников, отыграли его. У нас получилась эта поездка сюда, вот, команда Мирного. Поездка сюда получилась очень длительная. Мы отыграли первенство республики, переехали с Чурапчи в Якутск, отыграли в Супер Сахаву, и вот этот турнир. Длинный турнир такой получился. Тяжело выиграть, чисто физически тяжело выдержать. Ну, в общем-то, заслужили, заработали свое. Приятно. Подарки получать, награды всегда приятно. Команде Барс! Это команда единственная, которая тренировалась 2 дня подряд. То есть этот кубок на будущий год приводите? Шестнадцатый чемпионат Республики памяти Петра Алексеева проходил на Верхневильхуйской земле, которую не зря называют родиной борьбы Хапсагай. На него прибыли 215 борцов из 19 вузов, в их числе 72 мастера спорта Республики Саха-Якутия. Все чемпионы и серебряные призеры были награждены ценными призами, а победители среди мужчин, кроме весовой категории 55 кг, которой нет в континентальных чемпионатах, уже могут готовить загранпаспорта для июльской поездки на Европу, которая пройдет в литовском курортном городке Паланга. Так что стимул для занятий борьбой Хапсагаем налицо. Компания «Алмаза Набара» под руководством Евсея Матвея Николаевича поддерживает городские и республиканские соревнования. И у нас сейчас Дети Азии 4 человека, они будут участвовать по стрельбе. Кроме этого, у нас на Олимпийские игры Леонид Спиридонов будет участвовать. Мы именно по Дети Азии, мы партнером. Вот мы сколько работаем, уже 13 лет работаем, и 13 лет мы поддерживаем именно не только Дети Азии поддерживаем, и кроме этого мы поддерживаем художественную гимнастику. Матвей Николаевич является президентом этой федерации, и тоже там будет очень много детей участвовать по художественным гимнастикам. Еще у нас в компании работает более 2000 человек работает, и там мы именно ведем здоровый образ жизни.
не только в городе, который работает вот именно в офисе, да, проводим спортивные мероприятия, не только вот именно вот мероприятия в ИСЭХ, да, проводятся, да, и там спортивные игры делаем. И мы делаем именно зимой делаем, когда зимой люди, вахтовики заходят, и там проводим соревнования по 10 видам спорта. Еще сам генеральный директор ходит каждое утро, пешим ходом ходит по 5 километров утром, показывает своим примером, своим работникам. Ну, очень много заболеваемости сейчас. Люди страдают именно сердечным заболеванием. Это малоподвижный образ жизни. Но хотелось бы, чтобы люди много двигались, много в воздухе были. Просто мы часто забываем, что именно движение – это сила. Поэтому я всем желаю, чтобы люди с утра вставали, бодрые, начинали не с чашки кофе, а именно начинали движением. Ну, пожелаю спортсменам, чтобы они участвовали по мере своих возможностей и чтобы показывали все, что они научились вот, в процессе тренировок. А что, когда люди на соревнования идут, как будто куда-то в бой идут и забывают то, что они делали и нарабатывали на тренировках, чтобы люди именно осмысленно все соревнования делали, чем они занимались. Стрельба, борьба, бокс. Они именно подходили с умом. Они, как говорится, сила есть, ума не надо. Основа это именно интеллект и ум. Человека выиграл. За развитие спорта в Якутии прими участие в благотворительной лотерее «Дети Азии». Призовой фонд 15 миллионов рублей. Вырученные средства будут направлены на поддержку детского спорта и на проведение игр «Дети Азии». Купи билет, поддержи юных спортсменов республики и выиграй квартиру. Внимание! Долгожданное событие. Началось распространение дисконтных карт Саха-Карт. Не упусти шанс получить скидку более чем в 100 магазинах города Якутска. Вопрос, как получить? Звоните по телефону 21 62 88. Подробности на сайте saha-kart.ru. 29 апреля турнир по спортивному пейнтболу за Кубок молодежи среди школьников до 17 лет. Заявки по телефону 755 880. Подробности на сайте combat.yakt.ru.